Домой мыви, я ватим лимо, мандарин, киви, шейри чумы, кумяш канды, шиняму, учимана, шаир занды, шиняму. К сожалению, наш народ, опять же, к сожалению, что большинство нашего народа занимается торговлей. На самом деле, талыши никогда не были торгашами, простите за выражение. Это так называют сейчас. Просто при Советском Союзе все талыши видели, как люди, которые занимаются бизнесом, богатеют на глазах. Это всегда так было. Люди, которые связаны с магазинами, с овощными базами, они всегда богатели. И любой человек, у него, ну, редкие люди, которые не гонятся за жизненными удобствами, да, любой человек старается обеспечить свою семью, и также талыши шли на это, на торговлю. И Али Насир жалуется, ну, и я смог бы продавать киви, мандарин, лимон, как все люди. Мои стихи, как, вот это рынок, да, рынок. Кто-то киви продает, кто-то машины продает, а кто-то стихи свои продает. Есть мирные желания, есть духовные желания. Вот талыши, когда гонятся за мирные, они забывают свои духовные. Али Насир жалуется, что в этом рынке мои стихи как пух летят. Вот прошли ветер, и она улетела, никому не нужна. Он жалуется, ну зачем же ты меня поэтому родила, мама, если мои стихи никому не нужны. Но опять же, это он пишет, когда действительно, чтобы мы поняли, что его стихи действительно нам нужны. Вот не было бы такие стихи, наверное, мы не поняли бы, в чем суть талыша. Эсацандам лай-лай камбочижа. Эсацандам бучимуни раужа. Эсацандам донюжайбам бабужа. Вейхатакас пеюрдманда шинаму. Алемуни шаир занда шинаму. В последнем куплете поэт отвечает сам себе. Мама, ты мудрая. Ты смотрела, все люди, которые спят, остались без дома, без крыши. То есть для него не бывает ни дома, ни крыши. Народы, которые никогда не заботились о своей родине, они без родины остались. И поэтому ты меня родила поэтом, чтобы была у меня родина талыш. Я думаю, я аплодисменты не вижу. А вот все-таки лирический стих. Талыши умеет радоваться еще в жизни. Ну, наверное, вот если есть тут культурологи или будущие культурологи, наверное, в будущем заметят, или есть культурологи, наверное, заметили, что в иранских миниатюрных рисунках бывает такое, лежит седоволосый дед какой-то, в руках пиала, и красавица там танцует и наливает ему вино. Казалось бы, да, я всегда в детстве думал, ну, в чем смысл, зачем старику седоволосым такие красавицы, да? Как же так, как же несправедливо ведь? А потом, когда уже вырос, когда уже занимался культурой, я понял, что молодому человеку, молодые люди, 18-20 лет, у них в голове любви есть, но они не знают смысл любви. Они не ценят эту любовь. Они эту любовь не ценят. И только мудрые люди, когда уже с возрастом, ты когда видишь красивую девушку, думаешь, да, вот она смысл идет. И ты ценишь ее. И Хамали Фулош, ему 71 год. И такой стих читал. Мы сейчас услышим. В общем, я думаю, вам настроение поднимет этот стих. Кинали. То жашала, был опакош чимбачато. Дамози чанжоволом, жандобакош чимбачато. Ошимиш чорда шава, гардадимиш вейр чиниш. Mahbuba avasori, shayda bakash chimbachато. Peshoma eshqi honi gılgıla o çaşkılı da
тачашон чанна пари кай кубакашчим бачатон. Андому бахтаваре мяхлун сай сапее абунанлар загата шошубакашчим бачатон. Ханали тош аса пиан бубо вини ала баяган чашбажануш хату бакашчим бачатон. О, девочка моя, ты еще свеженькая. То есть не свеженькая, а вот это, как называется по-русски, вот это, да, еще не раскрытый бутон, да? Бутон? Бутон. Не раскрытый, а еще после этого ты еще раскроешься. Он уже видит, каналит лошадь, старик лет, ему старик уже видит, в чем состоит эта девочка. Да ну ты чанжаваном бакашчим бачатон. Вот это кокетничеством своим, вот с ума сведешься столько молодых людей. То есть жалеешь молодых людей, что они могут с ума свести. Очень чордашава, когда ты имеешь выдаченный. И вот он сравнил лицо 14-дневной луны. Вот он, значит, девушке где-то 14 лет. Махбуба Авасуры Шайхабабашчим бачатон. И говорит, что еще вот 14-летняя девушка еще не знает, что одевать. Ей особенно, то есть, ну, одевается еще, она еще не выросла и не знает, какую одежду одеть, чтобы свести с ума мужиков. И говорит, еще после этого ты, еще дальше ты оденешь такие одежды, что действительно сведешь с ума. Пешма Эшлюхуни Галгалоо Чашгалада от родника любви родника выпил кипяток. Вот в данном случае не кипяток, а Галгалоо, когда бурлит, родник бурлит, и вот от этого девушка выпила воду и обрушится с этими глазами на душу молодого человека, оставить его без всего. То есть этот молодой человек все потратит ради девушки, отдаст все. Андому Бахтаваре Мохлансай Сапия Ваналаузагатан Шоши Бахамсим Бачатон. Фантазия поэта в данном случае говорит, вот сейчас, наверное, мало девочек, которые с косичками гуляют, да? Мало девочек с косичками. И вот ну, я, наверное, помню, и когда, извините за выражение, вот, когда влюблялись, и чувствовали, когда вот говоришь какой-то приятной девушке слово, у него трясется вот эта косичка, ну, косичка, она, может, не желала слушать, но ведь желает, любая девушка желает приятных слов. И вот она капризничала там, но все равно видно было, что и радостно эти слова. И Ханали Тулош, старик говорит, наверное, ты говорил, что сегодня мои родители, дай, пускай сегодня, скажи, да? Обычно у нас у талышанки, то есть у талышки разрешение просили. Ты только скажи да, и мои родители придут обязательно в этом. И говорит, вот смотри, да, я даже вижу, что твои косички трясутся, ведь сегодня же ты радоваться будешь ночью. Ханали Толош Касапьян Бубо Винела Баяган Чашбажануш Хату Багашчим Бачатон. Ханали Толош, ну да, видно, с виду видно, что я старик, седоволосый, но еще двери не закрыты. Ну, если моргнешь для него, ну, не разрушишь же мир, если ты моргнешь его. То есть, моргнешь согласие. Обычно, если девушка моргнула, значит согласна. Вот такой у нас 71-летний аксакал пишет стихи любовные. И я хотел бы еще, все-таки мы о поэтах рассказывали, но, к сожалению, все, даже не перцы, основные, они писали стихи на персидском языке. Это вы, наверное, знаете, это большой ареал. Например, в Турции, в городе Конья, жил Джалаладдин Руми.